Мешает реклама, жми крестик в верхнем правом углу. Украинский олигарх Коломойский, потеряв губернаторскую должность, теперь, судя по всему, пустился в бега. Еще недавно израильские журналисты утверждали, что видели сбрившего бороду миллиардера в Тель-Авиве, а сейчас появились новости, что Коломойский уже перебрался в США. Но о том, где обосновался Коломойский в Штатах и кого там ему стоит опасаться, в репортаже нашего американского субкора Валентина Богданова. Казаться, что он может все, Игорю Коломойскому перестало после встречи, которая, в отличие от разговора с Порошенко, не попала в объектив. Почувствовав, что его демарш угрожает всей конструкции, посол США Пайет вызвал олигарха на ковер и объяснил, кто в Киеве настоящий начальник. Ну и приструненный не был бы самим собой, если бы даже тут упустил маленькую, но выгоду. Депутат Рады Сергей Лещенко обладает деталями. Коломойский воспользовался недавним разговором с послом США для того, чтобы избавиться от статуса невъездного в Америку. Подключил днепропетровского раввина, гражданина США Каменецкого. В порядке исключения Коломойскому дали одноразовую визу на короткий визит в США, где он сейчас и находится, в основном посвящая свободное время баскетбольным матчам. Членам семьи Коломойского, в отличие от него, дали 10-летние визы. Правда, в какой именно паспорт Коломойскому поставили визу, украинский, израильский или кипрский, источники не уточняют. В США Коломойский, вероятно, прилетел из Израиля. Тамошние журналисты засекли олигарха в аэропорту Бен-Гурион, отметив перемены в его облике. Коломойский сбрил бороду. Где именно он остановился в Америке, понять непросто. Место ни сам Коломойский, ни его окружение не выдают, а здешние папарацци в основном следят за перемещением знакомых им знаменитостей. Можно, впрочем, предположить, что это нью-йоркский Бруклин. Там большая община выходцев из Советского Союза, с английским Коломойский не дружит, да и его близкий знакомый, тот самый главный раввин Днепропетровска Каменецкий, звание получил в Ешиве Eastern Parkway 770. По этому бруклинскому адресу сейчас располагается штаб-квартира любавических хасидов. Неподалеку, кстати, и баскетбольная арена. В Барклайс-центре свои матчи проводит клуб NBA Brooklyn Nets. 3 апреля команда обыграла гостей из Торонто. Кто знает, может, как раз на этих трибунах засветился Коломойский. Информация о том, что Коломойский объявлен в США персоной нон-грата, появилась в 2009 году. Решение принял тогдашний министр юстиции. В своем докладе о коррупции, которая угрожает национальной безопасности США, Майкл Мукасей упоминал и имя украинского олигарха. Виза Коломойского была открыта до 2010 года. Скорее всего, ему ее просто не продлили. Пока Коломойский вдали от Украины пытается прийти в себя после поражения, кое-кто начинает делать бизнес на нем самом. В интернете возник сайт, где предлагают купить футболки со знакомыми хамоватыми цитатами. За каждую просят по $10. Коломойский с визой в кармане может колесить по Америке вдоль и поперек, но есть в США как минимум один человек, встречи с которым он точно попытается избежать. Это бывший украинский премьер Павел Лазаренко, заклятый враг олигарха. Говорят, когда Лазаренко арестовали, Коломойский даже придумал себе развлечение. Поздно ночью звонил в калифорнийскую тюрьму и задавал один и тот же вопрос. Ну